Кладбище известно уже с 18 века. Уже прошло несколько столетий, и это кладбище уже является относительно древним. Сюда хоронили и местных жителей, и еще работников близлежащих предприятий, торговых пристаней, которые приходили на заработки. Написано, что кладбище относится к времени Казанского ханства. Так ли это? Об этом могут рассказать только памятники, которые здесь сохранились. Вот на этом камне указана дата 1333 год. Вот некоторые читают это и начинают утверждать, что нашли памятник 14 века. На самом деле это 1333 год указано по мусульманскому летосчислению, то есть по хиджре. Если перевести эту дату, этот год на европейское летосчисление, это получается вообще начало 20 века. Это самый ранний памятник по палеографическим признакам. Этот памятник относится к середине 19 века. Такой каллиграфический почерк. Такие делали именно в 19 веке. Никаких доказательств того, что это кладбище с времен Казанского ханства или с времен Золотой Орды, таких доказательств нет. Вот видели памятники, что там указано 1333 года, как будто это 14 век, но это написано по хиджре. В 14 веке даже не писали числами, цифрами не писали, а писали словами. Даты всегда писали словами. Мне рассказывали, что местные жители, что сюда привозили на КАМАЗах откуда-то строительный мусор, камни, и прямо сюда их складывали. Написано на старо-татарском языке «Сиксян яшинде», написано, то есть в возрасте 80 лет, в 1331 году по хиджре, месяца Зулькагда, 22 числа. И потом, то есть по хиджре написана дата и по милади, по европейскому летосчислению. И написано в 1915 году, 18 сентября. Вот внизу написана молитва на арабском языке. Рахимахуллаху тагаля рахматан васира. То есть, если перевести на русский язык, то это означает: пусть Аллах помилует его обширной милостью. Вот этот памятник является самым новым из всех памятников. Тут мы видим наполовину написано на арабской графике, а вот на нижней половине написано на латинице. Написано Гайша Бика, дочь Сагди. Вот здесь мы видим даже вот звездочку и месяц. Ну, для красоты обычно вот такие делали. Обычно делали только месяц, полумесяц, но в советское время начали делать и вот такие звездочки. Только молитва осталась. Тут видим единственную ограду, которая здесь сохранилась. Эта железная ограда, относится, наверное, где-то вот к 30-м годам 20 века. Делали такой постамент, начиная от 30 сантиметров и доходило до 70 сантиметров, для того, чтобы надгробие возвышалось, чтобы его можно было увидеть и зимой, когда все это покрывалось снегом. Весной, понятно, талыми водами все это затапливало, и даже хотели
это кладбище закрыть. Но попечитель кладбища Мухамеджан Галеев, это отец Галимджана Баруди, вот он не дал закрыть это кладбище. Кладбище было намного больше, чем сейчас. Но сейчас это кладбище где-то 2 гектара, но вот часть кладбища осталась под водой. Когда вот построили Куйбышевское водохранилище, вот здесь кладбище затопило. Вот в верхней части всегда было написано как бы вводная часть текста. В вводной части писали в основном про Бога, про смерть, ну такие или мудрые слова, такие или религиозные изречения. Вот здесь написано аль-хукму лиллях, то есть решение только у Аллаха. То есть Аллах решает, кому жить, а кому умирать. Все памятники сломаны, разбиты, но только один памятник сохранился в целом виде из-за того, что он сделан из крепкого материала.